судебная коллегия определила судебное следствие объявить законченным и перейти к судебным требованиям. Считаю, что суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что именно Зинищев проводил переговоры, связанные с продажей о экотехнологии. Именно он участвовал в покупке данного общества. В дальнейшем, продолжая реализовывать свою заинтересованность в данном предприятии, руководству о экотехнологии была допущена Голованова, фактически заинтересованное лицо. И в период ее руководства имущество о экотехнологии было переведено в собственность ООО УК «Экотехнология». В частности, анализ имеющихся документов свидетельствует о том, что ряд транспортных средств, а именно ГАЗ-САЗ 33507, ГАЗ-2572, 4 автомашины КО-405, ЗИЛ ММ-3554, УАЗ 396-255 были напрямую переданы из ООО «Экотехнологии» в ООО УК «Технологии». Понятно, что на передачу данных средств заключены договоры купли-продажи, которые были представлены заинтересованной стороной, но это свидетельствует о прямой заинтересованности в переводе имущества из одного предприятия в другое. Кроме того, считаю, что сторона защиты по вопросу наложения ареста на имущество представлялись документы, согласно которым документы, якобы подтверждающие возможность ООО «УК Технологии» приобрести имущество. Однако из этих же документов усматривается, что заемные средства были предоставлены Головановой как физическим лицом УК «Экотехнологии» на сумму более 4,5 миллионов рублей. Однако наличие такой суммы у Головановой не подтверждается сведениями о доходах физического лица. Таким образом, считаю, что имеется основание полагать, что в дальнейшем имущество ООО УК «Экотехнология» приобреталось на денежные средства Зинищева, полученные в результате преступных действий обвиняемого. В общем-то, такой же вывод содержится и в приговоре суда первой инстанции. Таким образом, считаю, что в соответствии с частью 3 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации у суда не имелось оснований для снятия ареста, наложенного на имущество ООО УК «Экотехнология». Кроме того, в соответствии с приговором от 3 ноября 2015 года гражданский иск прокурора Республики о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, рассмотрен не был, а передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Поскольку арест на спорное оспариваемое имущество накладывался в том числе для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, а гражданский иск по делу в настоящий момент не разрешен, то считаю, что в настоящее время невозможно решить вопрос о снятии ареста с имущества. На основании изложенного прошу приговор Сыктывкарского городского суда 3 ноября 2015 года в отношении Зинищева в части его оправдания по пункту Г части 4 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту получения взятки от руководства ООО «АСИТИ» отменить, уголовное дело в данной части направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в новом составе суда. В части осуждения по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту заключения контрактов с ООО «Авираж» изменить, увеличить объем обвинения, указав, что преступные действия Зинищева повлекли существенное нарушение охраняемых законом потребительского общества и государства, выразившиеся в причинении бюджета Сыктывкар ущерба в размере 10 миллионов 711 900 рублей. В остальной части прошу приговор оставить без изменения, апелляционной жалобы без повторения.